Всем здравствуйте! Надеюсь, через соцсети у меня удастся докричаться до сердец наших уважаемых Госдумы и Министерства образования. К вам обращается мама 5 детей, награжденная медалью «Материнская слава», а это значит то, что меня проверили по всем статьям, которые можно. Я не являюсь ни алкашкой и так далее. Хочу обратиться к вам с криком души уже, что происходит в нашей стране сейчас. Мы сидим на дистанционном обучении. У меня 4 ученика в доме. 9 класс, выпускной класс, близнецы 6 класс и дочка 1 класс. Мы делаем уроки круглосуточно. У меня нет дома возможности у всех детей иметь гаджеты. У меня нет столько комнат, чтобы я могла им предоставить. И у меня нет такого образования, чтобы я могла донести сегодня до 9 класса ОГЭ, как они будут сдавать и что они будут делать. Там, я не знаю вообще, как дети будут сдавать. У меня нет столько информации, чтобы я могла донести до близнецов 6 класс, что такое тычинка, пестики. У меня нет образования историка. У меня нет дополнительного образования литературы. Мы разбирали Дубровского. Такое сложное сочинение они дают на самопознание. Дубровский. Я взрослый человек, еле поняла философию Дубровского, и мы сидели вместе и писали. Сегодня я вынуждена, оставила работу, потому что я круглосуточно сидим, решаем. Еще мы потом ищем учителей, а у всех учителей разные платформы, на чем они занимаются. Мы должны это искать, сидеть. Кто ВКонтакте, кто в Инстаграме, кто в WhatsApp. У меня нету детей. У всех WhatsApp и так далее. И еще нас всегда призывали, чтобы мы ограждали детей от соцсетей. Правда ведь? Нас всегда призывали, чтобы мы меньше ограничивали время нахождения в интернете. А сейчас что происходит? Сейчас по факту они до обеда учатся онлайн, это у них классная работа, а после обеда они, получается, делают у нас это домашнюю работу. И происходит, что у них остеохондроз, у них проблемы с глазами, с головой. Они круглосуточно сейчас вообще в телефонах у нас сидят. Пожалуйста, давайте перестанем заниматься самообманом. У нас пробел у детей в знаниях -1 год. Если честно посмотреть глазами на то, что происходит, мы год не учились. Учатся по факту родители. Пишут задания, делают родители. Какие дети делают там это? Многие списывают, потому что за онлайн-урок за 35 минут, 15 минут все заикается, настраивается. За 10-15 минут учитель не может физически дать всю информацию, то, что может она дать на уроке. Я считаю, что нужно либо уйти вообще в бессрочный отпуск какой-то всем, на каникулы уже гулять всем до тех пор, пока эта эпидемия не закончится, либо всю страну оставлять на 2-й год, кроме выпускников, конечно. Я не знаю, каким чудом они будут сдавать в этом году. Но то, что сейчас происходит, это ненормально. Мы в семье начали ругаться с детьми. Психику детей пожалейте, пожалуйста, и здоровье детей, и матерей. Наша страна, особенно многодетные, мы не готовы к такому обучению. Либо давайте тогда перейдем на самообразование, как раньше, деградируем уж совсем, и будем сами учиться, к чему научимся сами, да и ладно, только без этих оценок. Я считаю, что те оценки, которые ставят нашим детям, они несправедливые и незаконные, потому что нельзя оценивать по факту, не видя глаза ученика и что там, и как он это решает. Вот, поэтому я прошу вас, уважаемые родители, кому откликнулось, давайте распространим это видео по всем соцсетям, и, может быть, до нашего управления и Министерства образования дойдет, что это ненормально. Дети не должны страдать, и родители. Дети должны учиться в школах. Я не имею высшего образования, поэтому я отдала ребенка в школу.
школу, чтобы профессионалы своего дела донесли до моего ребенка ту информацию, которую должны донести, чтобы это, а я им дома, чем могу, то помогу, а не так, что всю информацию, всю учебу, вплоть от 1 до 9 класса, я должна сидеть и решать это круглосуточно. Я не знаю, либо выделите мне деньги на репетиторов, на 4 детей по каждому предмету, чтобы я могла оплатить репетитора на каждого своего ребенка. Оставляйте всех на 2-й год. Либо гуляем страна до тех пор, пока эпидемия у нас не закончится. Но хватит издеваться над детьми и родителями. Надеюсь, вы меня услышите. Спасибо большое за внимание.